Привет, это Айран. Мать кызылординской школьницы рассказала Айрану, как ее дочь сделали проституткой, как над ней издевались, избивали и шантажировали, и кто был среди клиентов ее ребенка. Подпишитесь на Айран, здесь мы обсуждаем важное. Сейчас в Кызылорде идет суд по громкому делу о насильном вовлечении в проституцию школьницы. И ее, напомню, почти полгода держали в сексуализированном рабстве. Причем организовали все это дело одноклассница девочки и двоюродная сестра. Потом к ним подключились и другие люди, которые стали эксплуатировать рабыню на полную катушку. Неделю назад по этому делу вынесли первый приговор. Одному из подсудимых, который вымогал у девочки деньги за молчание, дали 4,5 года лишения свободы. Однако защита потерпевшей считает, что это слишком мягкий приговор. Более того, вымогательством занималась целая группа людей, и дело должно быть в отношении ОПГ. В общем, мы следим за этим процессом, посмотрим, что получат другие вымогатели, но главное, как накажут сутенеров и клиентов. И вот теперь эксклюзивное интервью Айрану дала мать школьницы. Она рассказала, как все было, через что пришлось пройти ее ребенку, а еще рассказала, кто пользовался услугами несовершеннолетней. Среди клиентов, оказывается, были и те, кто по долгу службы должен был защитить девочку. В общем, послушайте сами. По просьбе матери девочки в интересах безопасности семьи мы наложили блюр на лицо и изменили голос женщины. Началось все сначала с маленьких денег, 500-600 тенге в день. Одноклассница у нее спрашивает, просит. Потом к ней подсоединяется ее двоюродная сестра. Она показывает, какая она крутая, какие у нее друзья крутые, там спортсменки, районские пацаны. И ее пугают как бы со стороны сначала. И потом уже видео снимают. Выпивают они, показывают, что пить хорошо, что это легко, что это классно, что она крутая. Это сестра двоюродная. А потом ее все-таки, вместе с одноклассницей она их спаивает и снимает это на видео. Потом они уже начинают ее избивать, тоже снимают на видео. Для подростка это унижение, это стыд, это страх. И они как бы занимаются сталкингом. Говорят, что это видео они распространят, будут распространять это видео, покажут родителям. Потом дальше идет, iPhone забирают, сдают. Постоянно вымогательство денег идет. И уже потом они избивают ее и просят код телефона ее. И регистрируют в Каздарнете. Вообще в таких ситуациях, как поступают сутенеры, они не ищут сейчас, на данное время, не ищут из неблагополучных семей девочек. Ищут девочек и мальчиков с благополучных семей. И ищут такую семью, где мама строгая или папа строгий, чтобы девочке или мальчику было стыдно. Я вот сейчас изучаю этот вопрос, как все это началось уже 4-й месяц. Я поняла их схему, их психологию. И девочка должна быть мягкая, домашняя, из благополучной семьи, и чтобы у нее всегда водились деньги, и чтобы она всегда могла просить у родителей денег. Они обучают ее этому, говорят, говори так, на косметику, iPhone сломался или еще что-нибудь. Потому что за этими девочками были спортсмены, и за этими девочками были родственники силовых структур. Напрямую говорили ей, у меня брат сотрудник КНБ, она видела этого брата, моя дочь. Потом у одноклассницы сестра юридически закончила, в Астане живет, и у нее муж работает тоже в силовых структурах. И там еще спортсменки, боксеры, девочки, районские пацаны. Они вот это все показывают. А у них там еще сверху какой-то дядя в силовых структурах работает. Она его имени не знает. Работал в силовых структурах, что ли, как бы на пенсии, наверное, сейчас, поэтому они все учились в юридическом. Двоюродные.
Конечно, она пыталась сопротивляться, плакала, но ее избивали. Плакала и шантажировали видео. И они говорили, ну, что это не страшно. И они сами, и первых клиентов они нашли сами. С февраля по май месяц сотовый телефон моей дочери был у них на руках. Они сами разговаривали с клиентами. Она, конечно, пыталась. Ну, девочка одна была. Ее просто застращали. Моя дочь говорит, меня никто не спрашивал о возрасте. Несколько человек только спросили о возрасте. Как совершеннолетняя, 18 лет ее, кажется, указали. Она не могла просить ни у кого помощи, потому что ей угрожали убийством родителей, брата, бабушек. Среди клиентов были сотрудники КНБ, ДВД. Она не могла у них просить, потому что они сами это вызывали ее. Ну да, представлялись так, значит. Может быть, она в их разговоре слышала. Во-первых, говорит, мама, среди наших родственников нету сотрудников, и что они ей угрожали тем, что у них есть и наверху, типа, ну я это не знаю, конечно, и что твои родители ничего не смогут сделать. Я ж когда в школу ходила, и когда к участковым обращалась в ювенальную полицию, она же слышала своими ушами, что ее сдадут в специнтернат, а нас лишат родительских прав. Она очень этого боялась. Почему она к родителям, к нам не доверилась? Она, видимо, думала, что мы не сможем с ними справиться. При мне, при маме, ее ругали. Как тебе не стыдно? Почему ты заставляешь маму плакать? Вот такое она слышала. Она поддержки не слышала. Учительница, классный руководитель узнала, и она со мной разговаривала на эту тему. Но я не могла, говорит, ей сказать. Она занимается проституцией. Классная руководительница знала, говорит дочь. Она только вчера мне призналась. Ну, заявления поданы все. Я не знаю, как это будет. Но она говорит, что до учительницы дошел слух. С параллельных классов ребята знали. Ну, как бы прикалывались. Вот этот одноклассник, мальчик, распространял эту информацию везде. И районским он сказал. Совершенно посторонний мальчик. Ну, не мальчик, парень. Кстати, ему тоже так же, как вчера осужденному вымогателю, 22 года, через Инстаграм. Она обратилась к нему, все рассказала. И он приехал и возле дома, недалеко от дома. И папе позвонил, и папа пошел забрал. Она дочь сама не смогла рассказать. Папа, конечно, с ужасом, он сразу же, дочка, там в 500 метрах полицейский участок наш, она не могла дойти до этого места, потому что он видел ее состояние, что она вся была в гематомах, у нее на шее были вся в синяках, и она показала синяки. И он на такси ее довез, она не могла идти даже. Но там было закрыто, и они до дома уже дошли. Вечером за ужином дочь, она коротко сказала, что вот так и так, девочки, что вот эта одноклассница с сестрой и одноклассник со своим двоюродным братом, что они ее удерживали, что они заставляли заниматься, что они зарегистрировали. И еще, что вот этот одноклассник рассказал, он видел наличные деньги, которые приносит моя дочь, от моей дочери вот эта двоюродная сестра одноклассницы, наличными деньги там от 40 тысяч до 250 тысяч наличными надо было ей приносить. Он видел, что есть помимо Каспий переводов наличные деньги, и он сказал районским пацанам, и, видимо, хотел тоже оттуда иметь какие-то деньги еще. Ну, вот эта вот жадность. И оттуда появились вымогатели.
Их не должно было быть в их истории. Нас осуждают, как родители осуждают. Моя дочь несколько дней назад в супермаркет с охраной пошла и говорит, знакомые девочки с параллельных классов проходили и даже не поздоровались с ней, говорит. Когда раньше, говорит, мы даже целовались, здоровались. И все с осуждением, конечно. Весь город осуждает родителей, я их понимаю. Может быть, я тоже бы так осуждала бы, если бы сама в этой ситуации не оказалась. С нами никто сейчас не общается, пару семей с нами общаются только. Нам придется уехать с Кызылорды, потому что мы же не можем так жить, мы не можем продолжать работать. Мы сейчас не работаем уже. Моя дочь уверена, что да. Но она говорит, что вижу за этой девочкой двоюродность, я имя ее не могу назвать, есть еще девочки, еще районские пацаны. Ну, как и, ну, по ее словам. Это во-первых. Во-вторых, она уже за семью не боится, она уже за нас не боится. Она говорит, главное, вас не убьют. Помните, Курем журналисты приезжали? Я возле школы ждала, я в этом убедилась тогда. В темноте я до последнего не говорила этот момент, но мне пришлось в ДВД сказать об этом начальнику следственного отдела. Э, Подошел, ну, не парень, лет 25, наверное, так, я не знаю возраст, потому что было темно. Он мне сказал, Татья, подождите, я остановилась. Он мне сказал такие слова. Мен бәрін түсінем, мына балалар бәрі бұлар чурттар деді и сказал, чурттар ғой бұлар, не жалейте их. Но брат қазбаламаңыз. Вот это слово, он не қазбаламаңыз, он сказал қазбалама. На ты разговаривал со мной. Қазбалама. Я сказала, хорошо, я дальше не буду, ну, это копать. Мне главное наказать участников, которые вот мою дочь истязали, вовлекли во все это. Очень мягко относятся на следствии и даже на суде. Очень мягко, все хорошо вроде. Смягчить ситуацию, все сделать предельно мягко. Сейчас не преследуют. Все знают, что есть охрана. Но до этого преследовали и даже к родственникам ездили, к бабушкам ездили, по соседям ходили. Это было невозможно. Ну, сейчас дочь это приболела, у нее очень сильно ослаблен иммунитет. Конечно, ей требуется хорошее лечение. Но в Кызылорде я прошу положить в больницу. Но никак на данный момент не ложат в больницу у нас. Я уже в частной клинике обращаюсь. Через несколько дней, я думаю, мы все-таки в частном порядке будем лечиться. Во-первых, у нее этистазу, потом у нее постоянно вот эта вот слабость. Давление у нее 90/60. Несколько дней назад потеряла сознание, и почему-то у нее сахар был 9,4, кажется. 9,4, когда скорая приехала, измерили. На гормоны сдавали, гормоны в норме, анализы говорят. Хотя у нее прям видно, что у нее это щитовидка увеличена. После первого суда я начала посмотреть законы, статьи начала смотреть. Это все можно было в самом начале, когда мы с отцом начали с этим бороться, когда мы возвращали дочку домой. Законы у нас, вы знаете, не на стороне родителей. Переводы мы не смогли посмотреть у ребенка, например, 16 лет. Я вообще сейчас думаю, что удостоверение надо с 18 лет давать, чтобы родители могли проверять переводы своего ребенка без вмешательства полиции. Я начала смотреть статьи. Это, вы знаете, вот первого осудили же на 4,5 года вымогателя. Пока вот эти все суды закончатся,
Ну, там, по УДО он уже будет первые, даже вот, знаете, у меня истерический смех, первые осужденные уже будут выходить на свободу. Через год и 3 месяца, получается. Он еще в СИЗО сидел, через год он уже будет выходить на свободу. Вот такие у нас законы. Законы Казахстана для сутенеров, вымогателей. Это рай. Для кого эти законы? Для кого такие статьи? Сейчас проституцию, наркоманию завлекают детей. И это наш случай, не единичный случай. Наш случай почему? Потому что наша семья не молчит. А сколько людей молчат и прячут своих детей? Обращение я хочу сделать, вы знаете, в первую очередь к родителям. Если у вас в семье проблема с ребенком, с подростком, перепады настроения, страх в глазах, в первую очередь любым способом проверяйте переводы, наличные деньги. Ведите обязательно в наркоцентр, проверяйте на наркотики. Почему я именно это говорю? Потому что на наркотики садятся в основном мальчики. Почему? Потому что если мальчик изнасилован, он не скажет никому. Ни родителям он никому не скажет. Это мужчина же все-таки. Он станет наркоманом. Девочки еще могут сказать, как в нашем случае. Потом передвижение, звонки. Какой-то должен быть подход к ребенку любым способом. Проверяйте телефоны. Я думаю, вот это вот самые главные пункты. И не надо ходить в школу, к участковым, в ювенальную полицию, ГУВД. Идите и боритесь сами, берите все в свои руки. Почему? Потому что вы, когда в такой ситуации, как нашей, окажетесь, вы останетесь один на один, и вас как будто парализуют. Как в нашей ситуации, нас как будто парализовало, и мы не знали, что делать. Мы не могли принять это, что дочь уходит из дома, и что мы ее не можем вернуть. Мы ее возвращали, но она убегала. В те моменты, когда ребенок убегает из дома, значит, в этот момент на WhatsApp ей пишут, вашему ребенку, значит, пишут со всех сторон. Моей дочке в эти моменты оказывается, если сейчас в течение 5 минут ты не придешь, мы придем и убьем твоих родителей вместе с тобой. И вот 4 человек, когда пишут угрозами, ребенок будет убегать. Вот этот страх все-таки возьмет верх. Вот такие моменты я хочу, чтобы родители учли, все брали в свои руки, и чтобы рядом был обязательно такой человек, который адекватно думает, ситуацию проясняет, потому что вы будете сами в такой стрессовом состоянии, вы не сможете мыслить. Правильно вы идете, неправильно идете, не надо ни у кого просить совета. Находите, кто с кем общается, кому звонит, кто к ребенку звонит, и идете напрямую к ним. В нашем случае ни школа, ни ювенальная полиция, ни участковый, ни ГУВД, никто не помог. И везде пишите заявления. В нашем случае меня не брали заявления нигде, угрожали специнтернатом и родительских прав, лишением родительских прав. Не бойтесь этого. Не бойтесь, никак, пусть угрожают, но вы должны обязательно написать заявление. Вот этот вот мой минус был, что я не писала заявление и не брала копию. Ребенок будет говорить вам: мама, пожалуйста, не пиши заявление, меня в специнтернат сдадут. Не слушайте ребенка, пишите заявление. Я сейчас стала более сильнее, более адекватно, я приняла эту ситуацию. Ну, так получилось. Обидно, конечно, больно. Почему мы должны уезжать? Почему мы должны прятаться? А мошенники, сутенеры, вымогатели, преступники, они должны жить на этой земле, жить на этой Газларде. А мы должны скитаться. Требую, чтобы их фотографии и имена вот этих всех преступников были в СМИ. Почему их должны знать в лицо? Их должны знать поименно. Насчет клиентов, ну, как со мной разговаривали в ДВД, у них у всех есть семьи, у них есть дети. И, говорит, вы, говорит, будете разрушать семьи. Но хотя бы, я думаю, не всех, если клиентов, то хотя бы сотрудников силовых структур, учителей школ должны, я думаю, должны показать. Если бы это дело было не резонансным, я думаю, нас бы просто, не знаю как, может быть, даже они бы и не понесли наказание.
Я так думаю. После нашего инцидента ко мне обращались женщины, у которых вот дочь, у одной женщины дочь была изнасилована. Точно так же угрожали специнтернатом, лишением родительских прав. И они не написали заявление. Таких случаев очень много. Еще один момент хочу сказать женщинам Казахстана, матерям. Таких случаев очень много. Почему? Изнасилованную дочку отдают за насильника. Это вообще уму непостижимо. Вы что, женщины, делаете со своими дочерьми? Я такие эти слышу, вообще это страшно. Это потому что позор, потому что это недоказуемо. И они выдают за этого насильника замуж своих дочерей.